Феминизм это позиция, да, жизненная, и, в общем-то, то, что когда человек придерживается каких-то определенных взглядов. Поэтому с этой точки зрения, да, я могу считать себя феминисткой. Я на самом деле не называю себя публичной феминисткой, но иногда я пытаюсь спорить с некоторыми людьми, с которыми я не согласна. Например, в нашей профессии очень много сексизма, к сожалению. Я не претендую на славу мужчин, я просто хочу заниматься своим делом, получать за это какие-то достойные деньги и, в общем-то, не страдать от каких-то предрассудков. Сейчас я чаще это произношу, потому что до этого я думала, что нет, о боже, сейчас как бы уже начинаю так себя называть. Мне как бы захотелось, когда я увидела эту огромную пропасть между, например, тем, что я живу в Петербурге, и вот с тем, что происходит в провинции, потому что здесь как-то ты такой, я не феминист, ты туда приезжаешь такой, пожалуй, таки да. Я не помню, как я к этому пришла, просто попала в это информационное поле, и благодаря этому лучше осознала огромное количество проблем, с которыми сталкиваются женщины. Я думаю, что МИТУ и движение против харассмента, которые, по крайней мере, и формирование новой этики, как тоже часть этого процесса, оно, по крайней мере, в молодежных мозгах, в мозгах молодых людей и в крупных городах, оно как бы достаточно серьезно изменило как бы общественный дискурс и представление о том, что хорошо, что плохо. Я даже не знаю, мне кажется, самое большое достижение, что о многих темах стали больше говорить. То есть раньше было непонятно, что такое сексизм, что такое домашнее насилие. То есть это было везде, но об этом никто не говорил. А сейчас люди стали более осознанными, больше знают, больше понимают. Изменилось информационное поле, и многие непроговоренные прежде вещи наконец-то были проговорены и рассмотрены, и изучены. Не знаю, к сожалению, мне кажется, что все это низовые инициативы. То есть все достижения, которые считаются значимыми, наверное, они как бы не вот там высоко, а где-то внизу здесь находятся, на уровне горизонтальных каких-то связей. Но это тоже хорошо в целом. О домашнем насилии. Да, о домашнем насилии. В первую очередь, потому что это вопрос физической жизни и смерти. Да, каждая третья женщина, которую убивают в России, убита ее домашним насильником. И пока он ее не убил, это не считается преступлением. У нас вообще как бы долгое время периодически всплывает закон и потом уходит вниз о равенстве прав мужчин и женщин. Закон, где это все подробно прописывается, он нужен. Быть счастливее. Это сложно, интересно и в определенной степени это почетно.